Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в цикле «Беседы с мастером» мы поговорим с Татьяной Викторовной Фроловой и узнаем все о качестве поясов. Качество поясов было характерно для многих народов, в том числе проживающих на территории современной Мордовии. И русские, и мордва, и татары ткали пояса, но у каждого из них были свои особенности, своя техника, свои предпочтения. Сегодня мы узнаем о качестве русских поясов. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте. Татьяна Викторовна, расскажите, пожалуйста, о вашем детстве, о том, как вы решили заняться ткачеством поясов. Ведь мы городские жители, и наша работа не связана с такими искусствами. Поэтому что вас подвигло заняться именно этим рукоделием? Ну да, в принципе, конечно, для современных жителей вообще это не характерное творчество. Дело в том, что одна из моих бабушек, Марина Акимовна Гагарина, вот со стороны моей мамы, она была одной из последних мастериц, кто занимался прядением, ткачеством, и работа эта у нее как бы была постоянной основе, в том числе вот так получилось, что в свое детство я очень часто наблюдала процесс ткачества. И на ткацком стане, да, вот похожем вот на этот вот ткачество половиков, и иногда в том числе вот случалось в глубоком детстве увидеть, как бабушка ткала на бердичке, вот, например, или в доске. А где ваша бабушка жила? Бабушка жила в селе Старый город, Темниковский район. Это русское село, но рядом есть села и мордовские, и татарские. И вот хочу сказать, действительно, как бы отличаются какие-то, есть свои особенности в изготовлении поясов у тех или иных народов, и все это зависит от места к месту, тоже меняется. Но есть и общие техники, и общие рисунки. Так вот, например, как раз вот в селе Старый город очень любили пояса тканные в доске техники половичок. Вот здесь вот можно будет посмотреть. Это как раз вот яркий, похожий на радугу, да, вот этот вот пояс. Это как раз вот в этой технике. То есть несколько дощечек, они были обычно не очень широкие. Вот. И сочетали 4 цвета, по количеству отверстий в ткаческом приспособлении, в дощечках. Вот. И хочу сказать, этот излюбленный рисунок был характерен не только для русских, для мордвы, для мокши, для эрзи. Татары тоже очень любили именно этот заправной рисунок. Вот. Также большое предпочтение отдавалось и полосам продольным. Небольшие такие простенькие рисунки вроде жучков тоже часто встречались в поясах. В основном вот именно такой рисунок. Татьяна Викторовна, а бабушка учила вас ткать пояса или вообще работать на ткацком стане? Я хотела, тоже мне очень нравился ткацкий стан, он казался таким вообще невозможно сложным, загадочным, нищенки, ходящие туда-сюда, стучащие бердо. Это вообще было так вот здорово, завлекательно. Но бабушка так сказала, посмотрела, сказала, говорит, да, внука, зачем тебе это надо? Мы, говорит, всю жизнь ткали, действительно ткали и холсты, и полотенца, половики. Вроде как и раньше нужда была, а сейчас много очень заводских тканей. Давай как бы лучше я тебя вязать научу. Вязание – это процесс такой, что он пригодится и впредь. Как-то вот на этом процессе все и застопорилось. Тогда мне не досталось, так сказать, подержаться за бердо или за дощечки. Да, действительно. Женщины в селах относились к своему искусству, к своему творчеству как к чему-то бытовому, хозяйственно-бытовому, которым занимаешься, потому что надо этим заниматься. Да. Никто больше, кроме тебя, этого не сделает. Но сейчас, в современном нашем мире, все древние виды рукоделий, они стали предметом исследования и, кроме того, еще стали декоративно-прикладным искусством. Да. И вот как вы пришли к этому занятию уже во взрослом состоянии сейчас? Хороший вопрос. Это именно как раз вот во взрослом состоянии, как раз придя сюда, в наш родной краеведческий музей, я помню, как я увидела как раз вот вас, Марину Арнольдовну, да, хранитель наших тканей.
И как вы доставали из коробочек вот эти вот красивые, невозможно яркие Мгм. пояса, мордовские, русские, с большим количеством шумящих, звенящих привесок, и вот этих вот совершенно красивых, ярких карк с цоканьем, вот это вот такая красота необычная. И мне захотелось. И я подумала, думаю, а я ведь уже вот это вот видела, вот это вот качество на дощечке, прям вот сложилась картинка, как помню, как вот они повернулись в моей То голове, есть наверное. работа, она, Да, напомнила вам о том, напомнила, что вы что знали с да, детства. что это вот все это было в моем детстве, и очень захотелось вот взять хотя бы что-то повторить. Ну и действительно оказалось, что несмотря на большой промежуток времени, вот это вот многократное наблюдение и повторение, оно очень способствовало. Ну, плюс современные технологии. Оказалось, что в Excel очень здорово и удобно рисовать схемы для поясов. Вот здесь как раз лежит. Очень просто и легко можно изготовить. Не обязательно ткать деревянные таблички. Можно взять пластиковые карточки, нарезать из них таблички. И очень замечательно выходит тесьма и пояса. Пояса можно вполне, очень даже хорошо сочетать с современными джинсами. Татьяна Викторовна, а вы занимаетесь ткачеством для собственного удовольствия или делаете какие-то реконструкции или сотрудничаете с клубами реконструкции? Ну, наш саранский клуб реконструкции «Владычный полк», да, первоначально, когда вот Дмитрий Викторович показал как раз вот то, что получилось, вот эти пояса, он, соответственно, попросил это и представить в клуб. Оказалось, что очень даже, да, нужно для тесьма, для отделки рубах или кафтанов. Оказалось, что нужны пояса для верхней одежды, и в том числе и для рубах. Очень даже оказались востребованы пояса и такие, так сказать, костюм, называется это, такой есть лук, да, который носили около пояса, назывался саадак. Вот для, как раз вот для экипировки костюма этим именно колчанам для этого лука саадака нужен тоже пояс. И пояс должен быть таким очень жестким и твердым, чтобы не скручивался. Вот этим всем требованиям как раз отлично соответствуют пояса, тканные в доске. Они, да, видите, да, достаточно плотные и прям вот твердые. Да, они Они хорошо держат держат форму. форму. Вот. Так вот и началось. Оказалось, что это очень интересно. Потом захотелось попробовать и бранные ткачества. Вот так процесс ткачества и начался. А для клубов реконструкции вы наверняка используете аутентичные материалы или материалы максимально приближенные к ним. Конечно, да. Это обязательно шерсть или лен. Сейчас, благо делу, нет недостатка. Можно купить и приобрести любые нити, и шерстяные, и льняные, и шелковые. Но шелк, нужно сказать, самая капризная вещь, да, его нужно во много сложений, много-много раз, и то пояс даже 20-30 досок получается достаточно узким, прям, ну вот Ну, буквально, толщина нитей, да, конечно, там 1,5-2-3 сантиметра. Так. а работы очень много. А работы, получается, с этим гораздо больше. Шерстяной пояс, даже вот если вот посмотреть, да, вот, ну, это правда на берде, хлопковые нитки, да, вот эти вот, и рядом же, вот, да, и рядом же висит точно такой же рисунок, заправленный в шерсти. Ну, насколько отличается, да, и крупнее рисунок, и в том числе и ширина пояса очень сильно зависит, да, от качества, количества ниток. Вот, пожалуйста. Татьяна Викторовна, а по времени сколько занимает изготовление одного пояса? Одного пояса, ну, с учетом того, что, например, взрослые пояса предпочитали от где-то в среднем от 2,5 до 5 метров, да, с учетом заправки и качества, ну, так что как качество не идет, допустим, сел и целый день ткешь, а, например, там вечером несколько часов выделил, то 2-3 вечера и как бы пояс готов. И с учетом того, что к нему надо сделать кисти, либо шнурки, либо помпоны или какие-то другие украшения. Ну, я думаю, большую часть времени занимает все-таки подготовительная работа. Да, конечно, обязательно, потому что нить нужно насновать, нарисовать схему, которая будет ткаться, либо, допустим, это будет закладное ткачество, либо там бранное ткачество с выбором рисунка. Вот. На это все, конечно, нужно потратить определенное количество времени. А сам процесс ткачества, он, ну, абсолютно несложный. Кидаю только кидай.
доски поворачивай, либо бердо поднимай, опускай. Вот. Самое сложное, вы правильно сказали, совершенно верно, это как раз подготовительный этап. А рисунок для своих поясов вы берете с исторических поясов или перерабатываете творчески его сами? В основном, как бы так получилось, любопытно было именно как раз вот исторические взять за основу пояса, в том числе и рисунки. Но в последнее время можно сделать что-то интересное и для себя, для декора дома или для декора помещений, то это можно вдохновиться и другими работами, взять схему с интернета или, допустим, что-то придумать самой. Вот, да, как раз рядом с вами пояс мне просто понравился. Я как-то попался на глаза в интернете. Вот такой цветочный орнамент. Захотелось его воспроизвести. Вот, пожалуйста. А так, да, так за основу я беру совершенно реально существовавшие исторические пояса. Например, русский– это качество в доске с перебросом. Да, перестановка карточек дает вот такой рисунок, смену цвета. Золотые колоски на красном поле. Это, так сказать, позитив. Если перевернем, тут получится негатив. Красные колоски на золотом поле. То есть пояс получается Да, двусторонний. пояс получается двусторонний. Татьяна Викторовна, а сколько лет вы уже занимаетесь этим видом творчества? И общаетесь ли вы с другими мастерами Саранска, республики или из других регионов нашей страны? В самом начале я поучаствовала, да, в мастер-классах м, с девочками из разных регионов. Есть такая замечательная мастерица Татьяна Грушицкая. Ее можно найти на просторах интернета и ВКонтакте, и в Одноклассниках. Она мастер со стажем, занимается как раз реконструкцией ткачества совершенно разных видов и на настольном ткацком стане, и на таком ткацком стане. Вот. Мне посчастливилось принять участие в одном из ее мастер-классов. И, ну, конечно же, иногда случается найти какие-то интересные, вдохновляющие меня работы. И сейчас нет препятствий, да, в расстоянии. Можно списаться по интернету и пообщаться с другими мастерами. По обмену, так сказать, премудростями. Большое спасибо, Татьяна Викторовна. Я думаю, что скоро мы увидим работу Татьяны Викторовны не только на мастер-классах, которые проводятся в музее, не только на участниках клуба исторических реконструкций, но и на выставках, посвященных самым разным видам прикладного современного творчества. А сейчас я хочу попросить Татьяну Викторовну провести небольшой мастер-класс для наших зрителей.